Но тема сегодняшнего дня – это о проблемах жилищно-коммунального хозяйства города, связанных с банкротством муниципального унитарного предприятия «Чистый город». Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, они всегда были и будут, они всегда являются актуальными, значит, но их, считаю, необходимым решить своевременно. Значит, сегодня, значит, мы собрались в связи с тем, что, значит, администрация города издает распоряжение свое 501 18 августа всего года, где определяется управляющая организация коммунальные услуги, назначается, вернее. Я бы хотел, Сергей Иванович, объясните, пожалуйста, жителям города Канаш смысл данного распоряжения, в чем оно заключается и как понимать это. Наша компания «Чистый город» была исключена из реестра этой управляющей компании. 240 с лишним домов у нас повисли в воздухе. Это распоряжение, которое было издано 18 августа за номер 501, оно пошло по пути того, что если бы мы следовали тому, что мы выставили бы все дома на конкурс, это опять месячный срок. Мы в течение месяца выбирались бы, заявлялись бы компании, которые готовы были бы забрать эти дома единым лотом. То есть у нас в городе нет организации, которая может сразу потянуть, потому что нет обслуживающего персонала в этих компаниях такого количества. Выбрана была компания «Коммунальные услуги», так как она первая подала в реестре, который мы создавали, временную управляющую компанию, то есть она подала это у нас в июне. И вторая компания, которая подала, это «Альтернатива». То есть первая компания, кто подала, с меньшим жилом, это коммунальные услуги. По договоренности рабочим коллективом Чистого города, что все перейдут в новую управляющую компанию, впереди был отопительный сезон, который нельзя было срывать никак. Это подготовка к пуску тепла. Было решение о назначении этой управляющей компании. Ну, как уже подчеркивается, это управляющая компания временная. Сейчас, в данный момент, собственники жилья должны определиться с будущей управляющей компанией. То есть, по большому счету, мы, самое главное, не дали трудовому коллективу развалиться Чистого города. То есть, они все трудоустроены. То есть, у нас нет безработных в городе. Это мы все равно смогли подать тепло фактически во весь жилой фонд города. Я считаю, что это самое главное, что благодаря этому распоряжению было сделано. Сейчас управляющая компания, вот, которая здесь есть, которую мы на планерках также что говорим, они, наверное, ведут разговоры с жителями, и житель уже обращается по поводу выбора своей новой управляющей компании. То есть я думаю, вот в течение года рынок именно по управляющим компаниям, у которых будет новый жилой фонд, который они будут обслуживать, он, наверное, стабилизируется. Потому что это, еще раз повторю, это всего лишь на год. Можно, наверное, я тоже немножко добавлю. Добрый день, Владимир Александрович, добрый день, уважаемые коллеги, все присутствующие. Но действительно, смотрите, на основании решения арбитражного суда Чувашской Республики от 5 июля управляющая компания муниципального унитарного предприятия МУП «Чистый город» было признано банкротом. Мы дождались, пока данное решение вступит в законную силу. То есть оно в течение 30 дней не было никем обжаловано. В августе оно вступило в законную силу. Мы запросили в суд копию с отметкой о вступлении в законную силу. После того, как мы данное решение получили, мы вынесли решение об исключении домов из реестра лицензий у предприятия банкрота. С учетом того, что предприятие было признано банкротом, фактически оно, конечно, не могло уже продолжать осуществлять свою деятельность по управлению многоквартирными домами. Ну, то есть задача конкурсного уже там осталась одна, то есть провести все мероприятия для того, чтобы обеспечить сбор дебиторской, кредиторской задолженности, то есть отработать в этой части. А после того, как нами решение было об исключении вынесено, мы уведомили в том числе и администрацию о том, что дома исключены, и в связи с чем, было издано данное распоряжение.
Это распоряжение было издано. Нас уведомили о том, что оно, то есть такое распоряжение есть. Мы его просмотрели. Действительно зафиксировали, что это распоряжение фиксирует возможность управляющей компании коммунальные услуги осуществлять свою деятельность по предоставлению услугам жителям только на год. И четко было прописано критерии и условия, при которых они, то есть собственники могут изменить этот способ управления. В данном распоряжении как раз вторым пунктом указано, что назначается на 1 год или до момента, первое, это до момента принятия собственниками на общем собрании собственников помещений соответствующее решение, как возможности и изменить способ управления, создать ТСЖ, например, там, да, либо сменить управляющую организацию, либо до заключения договора управления по результатам открытого конкурса, если собственники не проявят инициативу, эти данные собрания не проведут. Вот. С учетом этого нами было принято решение о включении этих многоквартирных домов в реестр лицензий. У нас решение от 24 сентября текущего года. Мы данным решением включили данные многоквартирные дома. Но в любом случае сейчас уже как бы движение по домам, в том числе, которые находятся и в реестре домов управления управляющей компанией на коммунальные услуги, он идет. Вообще у нас, вот, если я взял специально как бы статистику, посмотреть с августа месяца текущего года и на сегодняшний момент, движение по домам оно постоянно двигается. То есть даже с МУП «Чистый город» дома, то есть в течение августа они систематически уходились. Вот, например, улица Заводская, проспект ушла. Хорошо, Андрей Викторович, объясните, пожалуйста, вот постановление правительства говорит определение управляющей компании и приказ, то есть распоряжение назначить. Как понимать, и в то же время, во время ликвидации, значит, «Чистый город» еще осуществляет управление на период ликвидации. В соответствии с решением госинспекции, которым были внесены изменения в реестр лицензий, фактически дома, которые находились в управлении «Чистый город», остались без управляющей организации. В связи с этим администрация города Канаш на основании действующего постановления правительства, а также внутреннего нормативно-правового акта администрации города Канаш принято решение о определении управляющей организации. Управляющая организация была определена на основании того перечня, который был администрацией города Канаш сформирован в соответствии с постановлением правительства от 2016 года, в связи с чем администрация города Канаш приняла решение о выборе управляющей организации в отношении тех домов, управление которыми прекратил «Чистый город». Последующие действия не будут ли для жителей от этих стадий ликвидации? А стадии ликвидации какие? Для последствий для жителей какие могут быть? Никаких, как раз отрицательные мотивы и как раз отрицательные нотки могут звучать, если бы дома остались в этом предприятии банкроте, потому что фактически оно не может осуществлять уже свою деятельность. Я не вижу никакого, грубо говоря, здесь вопроса, можно давайте по принципу, два юриста, 5 мнений, то есть можно читать нормативный документ каждый по-своему, но в настоящее время данный правовой акт, он действующий, никем не оспорен, не признан незаконным, и в настоящее время, то есть все-таки основополагающие принципы в этом распоряжении, они указаны. Все-таки у собственников есть возможность определиться самостоятельно со способом управления. Если они не смогут определиться, то тогда за них это сделает администрация проведением открытого конкурса. Еще один вопрос, и больше не буду. Значит, как нам известно, что у администрации, города Канаш имеются жилые и нежилые помещения во многих многоквартирных домах.
администрация собирается проводить, вернее, является инициатором проведения общих собраний собственников жилья или нет? Администрация выступает инициатором иногда, так скажем. И сейчас, я думаю, мы тоже будем выступать инициатором проведения собраний. Именно собраний по выбору управляющей компании. То есть мы не говорим, какая именно будет выступать. Вот жильцы сами должны определиться. Но и вы не только жильцы, вы, так как собственники, тоже можете также... Но это мы можем сказать попозже, но инициатива должна исходить из жителей, какую они хотят управляющую компанию. Потому что если будет администрация навязывать управляющую компанию, это будет совершенно уже не то. Скажем так. Логично, логично. С другой стороны, хорошо. Мы не можем пиарить какую-то компанию. Ну, в любом случае, с учетом того, что у нас в распоряжении были прописаны как раз, что именно принятие решений собственника помещения и потом уже заключение договора по определению по результатам ответных голосов, я уже думаю, априори здесь как раз и звучит в том, что, смотрите, на временное управление дали как бы на год, определили управляющую компанию. Но пройдет год, если собственники не определятся с этим, в любом случае у нас порядок как раз указывает, что если дом он остался без управления, сначала органы местного управления должны выйти с инициативой и провести собрание в этом данном квартирном доме. Если уже собрание не состоялось или собственникам не было принято решение о выборе способа управления или, например, выборе управляющей организации, то тогда уже открытый конкурс. Я думаю, что сейчас не надо как бы ждать вот весь период, но сейчас, да, мы зашли в отопительный сезон, и, в принципе, администрация, она уже в перспективе, наверное, должна начать эту работу по информационному просвещению населения о том, что какие у них есть возможности, какие у них есть права. А вот то, что я вот начал как говорить о том, что у нас в августе это как раз это свидетельствует о том, что другие управляющие компании у нас не бездействуют и потихонечку начинают, так скажем, грубо говоря, ну, если говорить простым народным языком, откусывать, отщеплять, и движение оно идет, то есть как спор между самими управляющими компаниями за дома, которые есть между собой у них есть, так и есть за спор, как раз, которые как раз дома пошли на временное управление. И сейчас я говорю буквально там, да, даже сегодня там я вынес решение по одному из домов, он ушел в управляющую компанию «Проспект» как раз из коммунальных услуг. Вчера поступило тоже соответствующее заявление как раз о том, чтобы был рассмотрен вопрос. Вот, например, поступил вопрос по 30 лет Чувашии, дом 3. Да, то есть тоже они вопрос поставили, решение о расторжении договора управления с МУП «Чистый город», но они про «Чистый город» еще поставили. И в качестве управляющей организации они выбирают доверие, УК доверие, то есть решение есть. Почему еще, как бы, мы, пока присутствуют коллеги, хотел переговорить вопрос именно рассмотрения сроков, вот, рассмотрения заявлений. Ну, смотрите, сама процедура процессуальная, все действия, связанные с внесением изменений и исключением домов из реестра, они у нас утверждены приказами строя, ну, то есть 938 ПР у нас есть. Согласно этому к нам поступает заявление от управляющей организации, в котором они указывают о том, что они просят включить в реестр лицензий конкретно какой-то определенный дом. Вот. Мы это в течение 10 дней заявление рассматриваем. Если у нас возникает спор между двумя управляющими компаниями, то есть вторая управляющая компания не заявилась к нам с соответствующим заявлением, то мы приостанавливаем рассмотрение и на 30 рабочих дней приостанавливаем. То есть фактически, можно сказать, на 1,5 месяца мы уходим на проверку данных, грубо говоря, материалов. Запрашиваем реестр у обоих управляющих компаний, собственников, по собственникам, смотрим, как голосовали, если кворум, было принято решение или не было принято решение, то в данном случае, как таковое, с учетом того, что собственники все-таки не решали, а за них это действие определила администрация, назначив управляющую организацию, в случае поступления такого к нам заявления, мы уже не будем приостанавливать и уходить на приостановление, а то есть будем рассматривать в те сроки, которые положены, 10 дней, будем рассматривать и, соответственно, решение принимать. Вы в своей речи сказали, что договор.
Что может являться основным приоритетом при выборе собственниками жилых помещений, нежилых, для управляющих компаний? Как я понимаю, это договор управления домом. Какой договор управления они собственникам предлагают при способе выбора управления? Как я понимаю, так? Это основной момент? Ну, смотрите, да, в любом случае, когда к нам поступает заявление о внесении изменений в реестр лицензии, мы смотрим, если это решение было принято на общем собрании собственных помещений, то в любом случае, в повестке дня должен стоять вопрос именно утверждения условий договора управления. Это основное. Если условия договора управления, как у нас сказано в законодательстве, то есть дом включается в реестр лицензии и заключается на условиях договора, который утвержден на общем собрании. Если условия договора на общем собрании не утверждены, то у нас есть все основания отказать управляющей компании о внесении изменений в реестр лицензий. То есть протокол вроде есть, люди определились с выбором управляющей компании, но не утвердили условия договора, и мы говорим, придется вам подождать. Принимайте на следующем собрании условия договора, обращайтесь к нам, и мы тогда уже будем повторно рассматривать, но это опять сроки. Я понимаю, это вызывает большое недовольство со стороны управляющей компании, со стороны населения. У нас приходят жалобы по этому вопросу, но вот мы констатируем тот факт, как он есть. Ну что, так как у нас нет ради чего вот эти вопросы возникли чистого города и управляющая компания коммунальные услуги, нам придется, наверное, задать вопрос Сергею Ивановичу. Вы не возражаете? Ну, если я смогу ответить, то отвечу я. Только я не знаю, какой будет вопрос. Значит, мне хочется узнать, все-таки же, какие управляющие компании по тем или иным причинам не могут в течение года до 2022 года принимать участие на основании вот этого способа, вернее, распоряжения. Вот какие организации не могут принимать участие, управляющие компании? Организации управляющие компании могут все принимать участие. То есть они проводят собрания, то есть они могут выйти инициаторами собрания квартирного дома. Если они их выберут, почему нет? Их никто же не держит. Ну, мне кажется, есть определенные моменты, которые вот, будут сдерживать там определенные моменты. Вот вы знаете, вы задали вопрос, администрация является собственниками жилых и нежилых помещений на квартирных домах. Администрация еще ни разу не отказалась, не пошла воле жителей многоквартирных домов в выборе управляющей компании. То есть администрация всегда поддерживала инициативу по выбору компании, когда они переходили в другую компанию. То есть администрация никогда не была против, потому что это... И в данный момент, то, что этот вопрос поднимается, он, думаю, лишний, потому что кто хочет перейти в другую компанию, они все переходят. И жители у нас довольно-таки активно, они спрашивают постоянно. Вот мы, не секрет, а в городе постоянно встречаюсь с жителями, выезжаю во многие районы, потому что они спрашивают, как можно перейти, и спрашивают, почему они перешли. Вот и людям объясняешь просто. Мы временно перешли, мы должны сейчас выбрать управляющую компанию сами. Если вы недовольны этой компанией, мы им говорим, ради бога, выбирайте другую компанию. Вот они говорят, вот нас в подъезд не убирают. Хорошо. Если не убирают, значит, не оставайтесь вы с ними. Выбирайте другую управляющую компанию. Потому что есть компании, у которых порядок и так далее. Есть вопросы к чистому городу, много, к коммунальным услугам сейчас, да, они сейчас есть. Поэтому их решаем. Я постоянно на связи. По-моему, препонов здесь нет. Хорошо.